что такое таассуб и что такое фанатизм. Вы все знаете, в исламе есть такое понятие суллямуль аулявият. Это значит степень приоритетности. В исламе Всевышний Аллах и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, что-то в нашей религии возвел в качестве фарла, что-то в качестве суннатов, что-то в качестве желательного. И мы должны придавать каждому соответствующее значение. Фанатизм – это когда человек занят не основными, не основополагающими вопросами и возводит на один уровень с основами этой религии вопросы второстепенные, вопросы желательные, вопросы дополнительные. Но как мы имеем право презирать человека за его выбор своего учителя и при этом на этой почве ему делать какое-то замечание? У меня вопрос. Если ты так критичен к людям, к их поведениям, сколько замечаний и насихатов ты сделал человеку курящему, когда ты увидел курящего? Насколько ты возмущаешься, когда ты проходишь мимо каких-либо злачных заведений, в которых совершается тягчайший грех? А когда ты видишь своего брата, который не разделил с тобой твой взгляд в чем-то, ты возмущаешься, ты превращаешься во врага его. За это ты как перед Всевышним будешь отвечать? Поэтому, дорогие братья, во всем этом вина в чем? Вина в нашем невежестве. Нет у нас, альхамдулилля, нет у нас поводов обвинять друг друга, травить, оскорблять друг друга. На чем же строится братство в религии? С соблюдением тех запретов, которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам установил для сохранения нашего братства. Это унижение одного человека, унижение друг друга. Это клевета в адрес друг друга. Это значит неприятный взгляд даже в лицо друг друга. Все это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам запретил, чтобы сохранить наше братство. Иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Сейчас предоставим слово досточтимому шейху Абдул-Джалилу Афанди, который обратится к нам, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатух. Дорогие братья и сестры, благодарю всех, кто собрался здесь. Пусть Аллах запишет вам награду за каждый шаг, сделанный вами это место. Вот это маджлис ильму, собрание ради знания. Отношение подобных маджлисов пророк, саллаллаху, говорит следующее. Передано имамом Муслимом. Не собираются люди в одном из домов Аллаха, читая книгу Аллаха и изучая ее между собой, кроме как сходит на них спокойствие, охватывает их милость, окружает их ангелы, и Аллах упоминает их среди тех, кто у Него. Сегодня, когда на мусульман направлены стрелы со всех сторон, как никогда важно сохранять братство между собой. А какое отношение должно быть к мусульманам? Пророк, саллаллаху, говорит в хадисе, переданном имамом Муслимом, мусульманин, брат мусульманина, он не притесняет его и не оставляет его. Тот, кто помогает своему брату, Аллах поможет ему. Тот, кто облегчит страдания, Аллах облегчит ему одно из страданий судного дня. И тот, кто покроет недостатки своего брата,
Аллах покроет его день воскресения. Поэтому, братья, сегодня, как никогда, важно сохранять братство в рядах мусульман. Нельзя забывать о том, что происходит вокруг нас, о нападках на нашу умму и продолжающимся геноциде мусульман в Газе и других странах, о том, что происходит в нашей стране и как враги страны пытаются воспользоваться этим. В угоду нашим врагам недопустимо разобщать наши ряды, следуя их страстям и интригами. Пусть Аллах дарует нам понимание шариата и тауфик следовать ему. Имам Раббани говорит в своих мактубатах следующие слова: «Знай, что благодать зикра и получение пользы от него связаны с соблюдением шариата. Поэтому необходимо наилучшим образом выполнять фарзы и сунны, отстраняться от запретного и сомнительного, и во всех вопросах, малых и больших, обращаться к ученым и поступать в соответствии с их фетвами. Пусть Аллах покажет нам истину, как истину, и дарует нам следование ее за ней, а ложу, и как убегать от него. Еще раз благодарю всех, кто собрался здесь. Прошу Аллаха собрать нас, а также наших любимых людей вместе с пророком, саллаллаху салам, в раю, аль-фирдаус. Амин, амин, амин. Баракаллаху фикум, наш устаз, да сохранит Всевышний ваше здоровье, продлит ваши дни. Почему же возникают такие проблемы? Проблема в отсутствии и в недостатке наших знаний. К сожалению, беда, несмотря на то, что мир очень стремительно развивается, способов саморазвития огромное количество. Мы видим, что мы недостаточно стремимся к знаниям. Наши дети недостаточным образом ценят стремление к знаниям. Вспомним, с чего началась наша религия. С первого откровения суры Аль-Алак «Икра». Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, ниспослано было первое слово «читай». И в этой суре ниспосланной упомянуто перо. Слово «илм», «аллама бил калам», то есть 3 слова. Посмотрите, эти 3 слова незыблемо до самого судного дня остаются эти 3 вещи ключами к познаниям. Чтение, письмо, калам и знания, илм. Вот эти 3 вещи упомянуты в первой ниспосланной к нам суре. Мусульманин должен быть в первую очередь силен своими знаниями. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, что воистину Всевышний Аллах любит сильного раба. Во всех рабах есть благо, говорит, но сильного раба. Сила что заставляет? В первую очередь в наше время это знание. Один из ученых сказал, если ты хочешь, говорит, дунья, фа'алейка биль-илм. Если хочешь обрести мирской успех, то есть без мирского, без дунья, мы не способны достичь ахирата. Потому что пока мы здесь живы, мы должны жить, работать, созидать, поклоняться Всевышнему Аллаху. Здесь нам нужны знания. وَإِذَا أَرَدْتَ الْآخِرَةَ. Если ты хочешь ахират, فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ. وَإِذَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. А если ты хочешь, чтобы у тебя было и дунья, и ахира, мы все так хотим же. فَعَلَيْكَ بِالْعِلْمِ. Тогда тоже ищи знания, говорят ученые. Поэтому, дорогие братья, наши дети должны получать хорошие отметки, хорошие оценки по всем предметам,
в средней образовательной школе. Когда наши предки, когда лично мои предки, мой дед Баклуха Кудияв, когда приходил, ему показывали 4, он говорил: почему не 5? Почему, говорит, не 5? Что тебе не хватает получать 5? Настоятельно требовал хорошие отметки в средней школе. Хотя тогда еще очень негативно смотрели на светское образование, потому что, к сожалению, светское образование тогда в себе содержали уроки атеизма. Но несмотря на это, истинные алимы всегда требовали хорошие отметки, хорошую успеваемость и в средней школе. Вместе с этим они говорили: тот, кто не способен за партой в школе учиться, он здесь тоже не преуспеет в шариатских религиозных знаниях. Поэтому наше отношение нужно менять к знаниям. И теперь, если мы будем заняты приобретением знаний, если мы будем, каждый из нас будет занят борьбой со своим шайтаном, «Инна шайтана лякум адувун фаттахидуху адува». Воистину, шайтан для вас основной враг, главный враг. Его берите врагом, его считайте врагом, говорит Аллах. Если мы будем находить этого врага, каждый внутри себя, и будет он с этим бороться, разве ему будет дело до того, куда кто ходит? Что кто-нибудь другой делает, если он не его родной сын, если это не его родная его супруга? У него есть ли дело до других? Конечно, если мы видим мункар, когда мы должны реагировать в обществе, возмущаться и так далее. Когда происходит перед нами какое-то преступление, когда какой-то человек готовится к мошенничеству, к присвоению чужого имущества, когда он совершает гибат, мы разве возмущаемся? Валлахи, редко мы возмущаемся в таких ситуациях. А видите ли, сегодня у нас есть время обсуждать выбор другого человека в его религии. Это его личное дело. Куда он пойдет, куда он не пойдет, какую школу он пойдет, к какому шейху он пойдет. Если мы вот это будем понимать, мы будем сохранять согласие и единство в нашем обществе. Поэтому я призываю, чтобы мы каждый день что-то прочитали из знаний. То есть даже пускай будет это какая-нибудь художественная литература, если ты другое не можешь читать. Потому что мы должны быть эрудированными, обладать широким кругозором, знать и историю, знать и современную политику, почему какие-то вещи произошли в мире. Тогда мы будем вооружены знаниями, и мы сохраним единство. Сейчас еще раз хочу предоставить слово только что подъехал новый исполнитель Назму. Умар, пожалуйста, прочти нам несколько байтов. Ибн Сақал қисаятле қиматлизе бажарарас босилац ақ цикум пайда дунял ухра бечелюле элдажани руге шинал хикматазул халхабурас хасел шедал туруларем бишила пихри идалго шибабрау ма'наялде ибрат хабун валахарас нафсалдат адлилигилун тлалул майдан сөрүн көля Самавия блутфа яшул дақаиқ алрич араста дун абурабраул бугеб дарман хечеб захрулала шаялдаса пахруларау халиқ асте шун раичо шайтабатса кварги бухун хихула хев палуанлун хаваялда нахритларау наққа вахиш шакабуго шукрутани ни'маталги نقمتالون كولروغو كلام علم عمر فيال عرفان الشوغا فوقلا قلوب ازداد لوج ايدال دنيا الخدور جيتسالا ديت سيلان ابو لستا ابليس هالت اذكر بقولا نفسانيا الحزوزاتسا حلاها بون وغلون كولا لغشية لجي ويجرو خالق اسو امرو تولا ايمان اسو نور جيت اعن Уғияна шул мухруч ала. Мунахазул қархабитун таубойлде усунару
إسلام الدمو غريخ خرو مرتد لهن هلاك لوا من وطلياش دويجي روتلون دور رحمة السرن كورال سلوك الشول سرق بي لازي توفيق بي الله هزول أدب حرمة كوزي إلهي وعلم جيتلون عدم زول جنازة ضعيف النجد رحمن من رزيل طلب هبون تهيا استبالب أحي هسول حرمة الشعلو نخج أجو قبول هبه أقطب زول بركات الدي خل هبول المؤمن زبي مناهزدات أسطلهن هلغن صدق دائم هري دورتسين باقين رشتون خدوب تعات هشلو پیدا هجين هاروغي نجيا بترهن باخي هج القوم دسا دوي هبول يبلغ سياسلو غفلات غلط سكانيجي صبعات إداو نجر بچد من رزيل مطلوبوغو معرو العدل روغو نيجي من رزي وغوتني مناخت عمر خيال عبيد هلاق هاويلارو رياضة الشرخ كي كوغون هوايال دي ورجا نيجي دورت سنباقين شون خدوسا خالداويت انشي كيلارو خيريا ودور حبيب السو حرمتها لعلو الله أهلوثو نيجي هج نيجي هارمون رزي ازدسا هسول أمة هالدا غرشان أهل سنة أقرطلو ليل رطل رالقون رقيناري نيج عرست ميدان الدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بصلاة سلام لله خلق شوقو خيريا دور حبيب أحمد آمين الله يا